Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема звучит так. Кто скоро признается вам в своих чувствах? И заодно посмотрим, в каких именно конкретно чувствах вам признаются. Ведь чувства бывают разные. Загадайте, пожалуйста, на себя, назовите свое имя, так и спросите, кто признается в чувствах и в каких чувствах мне признаются. Я думаю, что все уже загадали, настроились. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ох, кто-то перед вами грешен. Ой-ой-ой, вы посмотрите. Есть человек, который перед вами очень виноват. Очень-очень. Какое-то прям причинил вам зло. Либо по глупости, либо по дурости. А либо, вот знаете, как по незнанию. Это не была специально умышленная акция. Это была действительно какая-то глупость, наваждение какое-то было. Какой-то человек очень виноват. Чувство вины прям терзает этого человека. Знаете, совесть настолько замучила, что человек даже мог похудеть, человек потерял возможность нормально спать, и человек ни о чем другом думать не может, кроме как прийти к вам, раскаяться, умолять, выпрашивать у вас прощения. Хочется облегчения души, понимаете, так идет. Ждите, вот прям в корне вышел этот человек, буквально, да, в течение, я не знаю, суток, да, либо нескольких дней появится перед вами виновный и будет вам рассказывать, будет у вас просить, оправдываться, ну, постарается вымолить у вас прощение. Да, вы, конечно, будете в шоке, потому что у вас эта информация, ну, извините, даже кого-то прям подкосит, да, вот даже устоять будет сложно. Вы даже подумать не могли. Вы даже не то, чтобы подумать, в страшном сне не могло явиться, что вот именно этот человечек так вот мог с вами поступить. Либо что именно из-за этого человечка у вас были неприятности, либо какая-то проблема организовалась. Но я думаю, что вы человек добрый, вернее, не думаю, знаю, вижу это. Конечно, расстроитесь, но потом, знаете, как обычно скажете, да ладно, что было, то было. Да, вы не умеете долго зла держать на людей. Я думаю, простите. Так, следующий момент. Здесь у нас какой-то приезжий, какой-то рыцарь скачет в вашу сторону. Я так понимаю, что он наездами бывает. Да? Приезжает и уезжает, приезжает и уезжает. Может быть, это мужчина работает на автомобиле, да, вот в командировке, в поездке ездит. Может быть, он, ну, допустим, да, в доставке работает. Привозит какие-то товары, грузы, там, где вы работаете, либо где вы постоянно, там, не знаю, находитесь, проходите мимо. Вот человек с левой стороны, значит, неожиданно будет к вам подкатывать. Признается, что вы ему очень симпатичны, что вы девушка огонь, прям зажгли его. Здесь в какой-то шутливой форме, но вы прям будете чувствовать, что говорит правду, что действительно вы очень нравитесь, что вы такая вкусная штучка, что рядом с вами очень сложно себя контролировать в легкой, шутливой форме, но вы прям почувствуете, что это правда. Честно скажу, я не вижу продолжения, но вижу, что вам будет приятно. Вам будет приятно, что этот человек вот прям, хоть и в такой форме, но вам сделал, ну, вот комплименты, да, по поводу вашей внешности, по поводу вашей харизмы и вашей сексуальности. Так, но он ездит, понимаете, он туда-сюда ездит, и
Может быть, не в тех вы отношениях, и, может быть, вы даже разных как статусов, положений. Ну, поговорите так, знаете, отшутитесь от него, с улыбкой пойдете домой, а он дальше по делам по своим поедет. Так, дальше пойдем по левой стороне. Здесь человек, видите, с луком. Лук направлен в вашу сторону, стрелы пускают в вашу сторону. Здесь 100% зависть. Зависть и такое, знаете, злоязычие, черный язык у человека. Человек, не знаю, критикует вас, пускает о вас слухи. Это женщина. Женщина, знаете, она волосы как-то прям так собирает, либо в тугой пучок собирает, либо она как зализанная, не знаю, может быть, у нее, не знаю, засаленная голова, может, она специально так делает, да, то есть у нее волосы прям такие вот прижатые, сильно прижатые к голове. Вот, женщина, значит, в очередной раз, я так понимаю, будет против вас что-то говорить, либо какие-то замечания вам делать, а вы ей скажете: что ты ко мне лезешь? Она возьмет, да и признается, что завидует вам. Так и скажет: а что это тебе все, а мне ничего? Почему на тебя обращают внимание, а на меня нет? Почему тобой восхищаются? Почему тебя любят? Почему тебя уважают, а меня нет? Вот она вам все, что у нее на черном сердце, все вам выскажет. Вот, вам ее станет жаль. Действительно станет жаль. Ну, скажете: какая же ты убогая, да? Ну, следи ты за собой, будь ты добрее к людям. Ну, к тебе что же потянутся? Что ж ты такая вот злючая, как гадюка, сидишь на всех, шипишь, кидаешься? Конечно, люди будут тебя обходить десятой дорогой. Не во мне проблема, в тебе проблема. Вот. Не обидитесь вы на нее, просто скажете: иди лечись, да? Выздоравливай поскорее. Вот. Но, по крайней мере, вам станет и понятен мотив, почему она так поступала. Так. Угу. Ну, это либо свекровь, либо это кто-то со стороны вашего мужчины, бывшего, либо настоящего. Какая-то женщина. Женщина властная, очень такая громкая, такая, знаете, вот прям как хабалка, глоткой берет вот всех и сразу. Прям по головам идет, да, такая вот женщина. Очень она непростая. Характер, конечно, здесь. Спаси и сохрани. Эта женщина, несмотря на то, что она вас критикует, либо плохо к вам относится, либо плохо о вас отзывается, наоборот, признается вам в том, что она в какой-то степени вас и уважает, и вами восхищается, и что вы молодец. Знаете, как будто бы она вас за свою признает. Да? Вот скажет: вот у меня есть дочки, но они все слабачки, а ты вот мощь, а ты вот сила, а вот тебя я уважаю. Вот ты меня не испугалась, да, вот ты мне отпор, вот сколько лет ты мне отпор давала, какая ты молодец. Какая ты молодец. Да? Для вас это будет тоже очень неожиданно. Вы будете просто вот ощущать себя между небом и землей. Вы скажете: как же так? Не может быть. Неужели я от нее слышу такие вот прям похвалы и хорошие слова? Да, девочки, и так бывает. И еще она, скорее всего, вам какой-то подарок сделает. Не исключено, что она вам что-то свое отдаст. Ну, допустим, какое-то украшение. Да, может, у них там родовое какое-то украшение. Так и скажет: мои, говорит, дочки никакие, они там недостойные, там, либо другие невестки никакие. А ты наша девка. И даст вам, даст. Ну, тут явно что-то вот, украшение, может быть, какой-то подарок, что-то вот с родом связано, с ее семьей связано. Ну, состояние ваше хоть стой, хоть падает, честное слово. От кого? А именно от этой женщины вы никогда не ожидали. Вот так вот, мои хорошие. Да. Если вы с мужчиной сейчас вместе, но он прям счастливый будет, что мама наконец-таки вас приняла, да, что наконец-таки признала вас за свою. Прям такой счастливый будет ходить, улыбаться, как блаженный будет ходить, честное слово. Вот. Не могу сказать, что вы прям с ней сдружитесь, что у вас прям там ладушки будут, нет. Но, по крайней мере, я вижу, что между вами отношения выровняются. То есть и будут строиться на все-таки каком-то равенстве и уважение друг к другу, да. Никто не будет кросс дорогу, да, никто не будет лезть в чужую, скажем так, в чужое гнездышко.
Ну вот, какая-то прям высшая степень доверия вам будет оказана со стороны этой женщины. Ну, девочки, молодец, выдержала все эти испытания, доказала, что могу, и что стержень у вас ого какой, вы ей доказали. Все. Считайте, что ваши проблемы с ней закончились. Будет улучшение, будет выравнивание. Так, идем дальше. Давайте пойдем по правой стороне. В правой стороне здесь две женщины, две. Они, я не знаю, то ли они сестры, то ли они подруги, но как-то очень близко они общаются. Две. С вами они, ну, то ли дружат, то ли, может быть, даже по соседству как-то, может быть, коллеги ваши, либо вы, ну, вот как-то с ними постоянно общаетесь. Вот они вам признаются, что они от вас без ума. Как вы одеваетесь, как вы выглядите, как вы за собой следите, какая вы невероятная женщина. Вот во всех отношениях. Хозяйка, подруга, мамочка, да, дочь. То есть, ну, прям с обожанием будут на вас смотреть, попросят ваших советов, либо скажут: не бросай нас, научи, подскажи, как нам стать такими вот женщинами, как стать такими хозяйками, как нам правильно воспитывать детей. То есть, ну вот вы вокруг себя их объедините, да? Такие вот ученицы-обожательницы появятся у вас. Замечательно. Ну, девушки, ну, по возрасту, я не знаю, может быть, как вы, может быть, немножечко помоложе. Но они явно как сестрички идут. То ли они друг на друга похожи, то ли они правда сестры, то ли они вот прям такие прям подружки, не разлей вода. Вот, признают вас за старшую. Так и скажут: тетенька, будьте нашей учительницей. Так, неплохо, неплохо. Вам будет приятно, хоть вы будете смущаться, вы за собой, ну как, не признаете, что вы best of the best, да, но будет все равно приятно. Я думаю, что вы все вместе подружитесь. Так, ваш мужчина, вот кто сейчас с мужчиной находится? Мужчина, конечно, противный. Вы уже тут его и так воспитывали, уму-разуму учили, но кое-как что-то из него сформировали. Еще, конечно, сыровато, еще есть над чем поработать, но уже прогресс налицо. Мужчина неожиданно признается вам, что он вам очень благодарен. Очень благодарен за все, что вы для него сделали, за то, что вы его не бросили. Хотя, ну, он скажет: да, я знаю, какой я знаю, что я давал 1001 повод, но ты молодец, ты меня не оставила, ты настоящий человек, настоящий. Да, я раньше чего-то не замечал, да, я раньше тут перья поднимал, а теперь я все вижу. Я вижу, и такой разговор у вас будет серьезный и в какой-то степени даже грустный, вы даже можете испугаться. Знаете, вам будет казаться, что он с вами прощается, да? Прощается, тут вам все рассказывает, как на духу. Девочки, что-то на него действительно снизошло. Он у вас сейчас меняется, да, линька у него произошла, трансформируется, действительно вот крепнет, именно как человек, как дух крепнет. Вот, он вам все расскажет. Вот, признается в том, что вы для него, конечно, женщина номер один. Несмотря на то, что он там очень любит свою маму, да, там кричит об этом, но вы для него все-таки номером один идете. Самая главная женщина в его жизни. Вот. Интересно. Не пугайтесь, он не прощается. Просто он меняется. Меняется на ваших глазах, ну, при вашем содействии, да, вашими стараниями он меняется. Так, идем дальше. Вышел у меня треугольник. Треугольник. Да. Треугольник. Здесь мужчина, скорее всего, признается в чувствах и в слабости. Знаете, он так и скажет: я не знаю, что мне делать, я люблю и тебя, и ее, но с ней мне хорошо, спокойно и удобно, а с тобой я горю, с тобой у меня бабочки, с тобой я, ну, как будто бы на небесах нахожусь. Ой, девочки, какой непростой разговор. Сразу хочу сказать: будете плакать, потому что, ну, мужчина просто признается в своей слабости, да, в том, что он ничего решить не может.
и прям для себя поймете, что, скорее всего, решать и не будет. То есть невозможно для него, невозможно выбрать, невозможно решить. И там ему неплохо, но и с вами он, конечно, просто на небесах. Вот, поймете вы, что все на ваших руках. Поймете, что только вы должны это все разрешить. Какая-то даже тяжесть у вас от этого пойдет. От того, что он признается вам в любви, но поверьте, это не будет для вас прям таким фейерверком чувств и эмоций. Наоборот, вам станет жаль и его, и себя, и даже вот ту другую женщину. Вот прям, да, вот такая патовая ситуация, вот такой вот тупиковый треугольник. Вот. Ну, такие моменты. Ну, извините, но я вижу, что это как болезненный момент. Вы несколько дней будете в себя приходить после этого разговора. И будете действительно что-то думать, решать, принимать. Вы человек очень ответственный. Вы сейчас, знаете как, вы думаете, о, у меня соперница, о, там, типа, мужчина должен туда-сюда. А поймете, что вы просто на руках, да, с 2 детьми. Ну, честное слово, он как ребенок, это ваша соперница тоже как ребенок. Вот всех жалко, да, всех жалко. Вот как правильно поступить? Очень, очень тяжелое такое состояние и тупиковое положение, но вы выберетесь. Я вижу, что вы выберетесь. Вы примете решение, которое будет абсолютно правильное для всех. Знаете, здесь не будет обиженных, здесь не будет, ну, какого-то, знаете, трагического конца, наоборот. Здесь идет разрешение. И разрешение придумаете именно вы, под влиянием его слов, под влиянием его признания. Да, девочки, так вам досталось. Видите, какая она любовь. Не всегда все просто, не всегда все в розовых лепесточках. Иногда надо и через шипы пройти. Так, вижу детей. Ваши дети, ваши внуки, у кого-то правнуки. Вот, обнимашки, признание, что ты у нас самая лучшая, что ты у нас самая любимая. Вот, что мы тебя никому не отдадим. От детей очень много приятных, добрых слов и эмоций у вас будет. Вот, очень, кстати, искренних. И неважно, дети ваши маленькие, либо дети ваши взрослые. Кстати, от взрослых детей тут еще и предложение. Предложение, ну, как бы правильно сказать, да, помочь вам, что ли, да, либо чтобы вы помогли. Но это какое-то взаимовыгодное предложение идет. Взаимовыгодное. Очень хорошее, кстати, предложение. Может, и приглашение. Так что вы не думайте долго, а соглашайтесь. Вы очень нужны вашим детям, а ваши дети очень нужны вам. Так, мужчина. Здесь вот вышел мужчина, который где-то находится. Вот именно сейчас находится где-то, не рядом с вами. Вот. Мужчина, ну, вроде как и отношения, но он подтормаживает. Подтормаживает, не говорит того, чего вы ждете. Себя не очень, скажем так, проявляет в вашу сторону. Скорее, как молчит, мычит, да, и топчется на одном месте. Этот мужчина вам в чем-то признается. Признается в причинах, почему он так себя ведет. Признается в каких-то своих страхах. Признается, ну, наверное, в каких-то своих комплексах тоже признается. То есть здесь идет очень откровенный разговор. Очень разговор такой прям проникновенный, даже и откровенный, и проникновенный. Вот. И под конец девочки так и скажет, что я вот такой, какой я есть, я не хочу больше притворяться, я не хочу там всякие маски на себя примерять, там суперменов. Я обычный человек, и я тебя очень люблю. Вот какой есть, да. Если примешь меня, я сделаю все, чтобы ты была счастливая, потому что люблю, потому что знаю, что без тебя я не смогу. Вот. Он почему так долго вам не говорил о чувствах, почему он долго не делал предложения. Для него очень важно было быть перед вами честным, открытым. И вот как есть, да, чтобы вы его воспринимали именно таким. Вот. Он долго не мог вам рассказать о себе, рассказать о своих вот каких-то, может быть, действительно проблемах, либо о том, что он считает для себя проблемой. И вот, пожалуйста, этот день он настанет, он все вам расскажет.
Он даст вам даже время на подумать, так и скажет: подумай, нужен я такой тебе или нет. И будет ждать вашего ответа столько, сколько потребуется. И я понимаю, что вы, девочки, готовы там просто сразу же сказать: да, я согласна, потому что я тебя люблю и так долго ждала этих слов. Но лучше подумайте, ну хотя бы, чтобы его не обижать, да? Потому что он считает, что он просто такой человек тяжелый, что у него там так много недостатков. Для вас это, конечно, все будет ерунда. То, что он вам там говорит, и ну, эти подача вот эта его театральная, вы прям устанете. Но с другой стороны, лучше вот для приличия подумайте, потом скажете, что вы на все согласны. Вот здесь у меня прекрасный хэппи-энд, когда два человека сойдутся, да, и две половиночки. Смотрите, половиночка вашего сердца, половиночка его сердца, вот вы их соедините. Здесь явно вы договоритесь, и взаимное признание в любви, взаимное признание в желании строить отношения, быть вместе. Это чудо. Чудо любви, чудо счастья и чудо замечательной новой пары. Так, мои милые, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.